Слово для выступления предоставляется обращающей стороне Алмазбекову Телеку Алмазбекович. Прошу вас пройти к трибуне. Добрый день еще раз. Хочу тезисно пройтись. С вашего позволения я начну. Основанием для нашего обращения является обнаруживающая неопределенность в вопросе о том, соответствует ли часть 2 статьи 71 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, части 2 статьи 23, части 1 статьи 61 и части 2 статьи 62 Конституции Кыргызской Республики. Данная неопределенность выражена в необоснованном ограничении прав человека в реализации его прав в суде, выражающаяся в установлении минимальных и максимальных порогов размера компенсации за моральный вред. Установление рамок, ограничивающих суд в определении размера компенсации, не позволяет достичь разумности и справедливости в каждом индивидуальном случае, поскольку данное ограничение является несоразмерным по сравнению с теми нравственными и физическими страданиями, которые испытывает лицо вследствие причиненных преступлением последствий. Существующая система определения компенсации за моральный вред, причиненный преступлением, не является объективной и не имеет разумного оправдания. Размер денежной компенсации, назначаемый судом в размере от 50-кратного до 1000-кратного расчетного показателя, в зависимости от тяжести причиненного вреда, не согласуется с конституционным принципом равенства и целями, ради достижения которых допускается ограничение прав и свобод граждан. В соответствии с частью 1 статьи 23 Конституции Кыргызской Республики, права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Права и свободы человека относятся к высшим ценностям Кыргызской Республики. Они действуют непосредственно, определяют смысл и содержание деятельности всех государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц. Вышесказанное означает признание Конституции Кыргызской Республики самоценности человека и его субъективных прав, реализация которых основным законом определена в качестве первоочередной задачи государства. Тем самым декларируется конституционный принцип, в соответствии с которым признание, соблюдение и защита прав личности является неотъемлемым атрибутом правового государства и его обязанностью. Данная правовая позиция была высказана в решении Конституционной палаты от 19 сентября 2018 года. Также я хотел бы озвучить постановление Пленума Верховного Суда от 4 ноября 2004 года о некоторых вопросах судебной практики применения законодательства о возмещении морального вреда. При определении размера компенсации суду следует исходить из критериев справедливости и разумности. При этом суд принимает во внимание характер причиненных нравственных и физических страданий, а также степень вины причинителя в тех случаях, когда вина является основанием возмещения, учитывает фактические обстоятельства, при которых был причинен моральный вред, а также индивидуальные особенности потерпевшего и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Критерий справедливости и разумности по данной категории дел может быть соблюден, если при решении в вопросе о размере компенсации судом учтены все конкретные обстоятельства, связанные с нарушением личных неимущественных прав гражданина, а установленная судом компенсация достаточно удовлетворяет заявленное требование. Судам при определении размера компенсации морального вреда необходимо принимать во внимание субъективную оценку гражданином тяжести причиненных ему нравственных или физических страданий, а также объективные данные, свидетельствующие об этом, в частности, жизненную важность личных неимущественных прав и нематериальных благ, таких как жизнь, здоровье, свобода, неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, честь и достоинство. Степень испытываемых потерпевшим нравственных и физических страданий, форму вины причинителя вреда, когда для возмещения морального вреда необходимо его наличие. Суд при определении размера компенсации морального вреда вправе принять во внимание и другие подтвержденные материалами дела обстоятельства, а в частности семейное и имущественное положение гражданина, несущего ответственность за причиненный потерпевшему моральный вред, за исключением случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно. В зачитанном мной постановлении был определен порядок законодательства о возмещении морального вреда. На мой взгляд, суды должны руководствоваться данным постановлением, а не расчетными показателями. При определении размера компенсации морального вреда, причиненного повреждением здоровья, суду следует учитывать не только те страдания, которые уже перенес потерпевший, но и те, которые со всей очевидностью перенесет в будущем, такие как, например, утрата конечности, неизгладимое обезображивание лица и так далее, что может повлечь осложнения в личной жизни, лишение возможности работать по профессии и другие проблемы, размеры, которые сейчас
взыскивается в Кыргызской республике, небольшие и не отражают идеальной картины, а следовательно не отвечают превентивной функции и не мотивируют к созданию более безопасной среды для человека. Прошу признать неконституционным часть 2 статьи 71 Уголовного кодекса Кыргызской республики и противоречащий частям 2 и 3 2 статьи 22, части 1 статьи 61, части 2 статьи 62 Конституции Кыргызской республики и отменить ее действие. У вас все? Да.